заветное крыльцо, треугольное, без марки, фронтовое письмецо. Они знают о войне только из учебников истории и рассказов бабушек и дедушек. Своеобразная летопись роковых, сороковых. Последний бой, Алеша, Катюша. Песни, опаленные войной, звучат уже из уст потомков тех самых победителей. День Победы – праздник, объединяющий поколения. 79 лет прошло с того момента, как советский народ одержал окончательную победу над фашистской Германией. Это страшное время навсегда останется в истории и будет напоминать о тех кровопролитных событиях и великом разгроме фашистских войск. Ребята сегодня чтят память героев страны. Единство, сплоченность и большая любовь к родине наших дедов и прадедов обеспечили стране мир, свободу и независимость. Все акции в день празднования 79-й годовщины будут направлены на сохранение памяти о великом подвиге, в том числе и бессмертный полк, в рамках которого по собственной инициативе встают жители, чтобы торжественным маршем в победном строю пройти с фотографией своего героя. Акция впервые была проведена в Томске в 2012 году. После начала распространяться по всей России и за ее пределами. В 2015-м акция получила официальный статус и стала проводиться ежегодно 9 мая в День Победы. Ветеранов Великой Отечественной среди нас остается все меньше, а выражать им благодарность из года в год словно стало долгом каждого гражданина России. До 9 мая осталось меньше недели. День, который наши деды и бабушки приближали как могли, республика готовилась отпраздновать с большим размахом. Правда, в целях обеспечения общественной безопасности все пройдет иначе. Традиционное шествие в этом году организовано в новом формате. Такое решение принято штабом движения «Бессмертный полк». Оно пройдет с 1 по 12 мая. Важную акцию в своем телеграм-канале прокомментировал глава региона. Масштабные массовые мероприятия сегодня несут в себе риски для жизни людей, так как недруги России пытаются использовать любую возможность, чтобы подорвать стабильность в стране. Но главную памятную акцию мы все равно проведем, и сделать это можно разными способами. Разместив, например, фото наших героических отцов и дедов на баннерах, на транспортных средствах, в социальных сетях. В школах нашей республики пройдут мероприятия под названием «Бессмертный полк». Герои рядом с нами. Также в младших и старших школьных классах состоится занятия, разговоры о важном, которое будет посвящено Дню Победы. Кроме того, в библиотеках и культурно-досуговых учреждениях наших городов и районов пройдут концерты и выставки, спектакли, лекции и ряд других мероприятий, посвященных Дню Победы. Также в рамках празднования памятной даты жители региона смогут посетить спектакль «Я знаю правду» Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра в рамках программы «Большие гастроли». Принять участие в республиканском фестивале патриотической песни «Нас песня к победе вела». Сегодня, когда Россия борется с современным фашизмом в Украине, особенно важно напомнить всем, какой ценой досталась нам эта победа и кто понес самые большие жертвы, чтобы спасти мир от немецко-фашистских захватчиков. Близкие тех, кто ценой своей жизни добывал победу, уверены, что память о героях должна быть общей. Именно поэтому Рабия Ганижева уже не первый год размещает фотографию своего родственника, участника Великой Отечественной Магомеда Евлоева на официальном сайте движения «Бессмертный полк». Однако ясно одно – этот человек отдал свою жизнь за мирное небо над головами потомков. Великий День Победы оставил отпечаток на века тех, кто воевал, в том числе и моего дальнего родственника Евлоева Магомед Юнусович. Мы искренне благодарим его, гордимся им и храним вечную память. Пусть вокруг расцветает мир, спокойствие, дружба, единство. Не будет войн, потерь и слез. Воспитанники Дома культуры села Али-Юрт не только подготовили выступления, но и приняли участие в акции «Окна Победы». В ход идут краски, трафареты, наклейки, а также всевозможные атрибуты Великой Победы. Я наклеила георгиевскую ленту, звездочку Победы. Мы постарались с подругами это все сделать, подготовиться к 9 мая. В
Вторая мировая стала одной из самых кровопролитных войн в истории человечества. До сих пор под землей покоятся останки миллионов солдат, ушедших в забвение. Акция «Окна Победы» проводится ежегодно в образовательных учреждениях республики. Так создается атмосфера одного из самых главных праздников в России. Они боролись за то, чтобы у нас было будущее, чтобы было мирное небо над головой, чтобы каждый человек, он должен осознавать, вот они принесли вот такой вклад, боролись за нас, и мы должны чтить их память, сохранить эту память, тем самым показывая, какое большое уважение у нас к ним. Я принимаю участие в шествии полка бессмертного. Я хочу, чтобы весь мир знал о наших героях, которые пропали, которые участвовали в этой войне, которые делали все возможное, чтобы у нас было мирное небо над головой, чтобы мы смогли учиться, развиваться, работать и жить мирно, спокойно. Я благодарна нашим родственникам, которые принимали участие, которые дали нам эту возможность. В преддверии Дня Победы жителей ждет много флешмобов. Один из них объявлен телеканалом «Магаз». Мы хотим показать наглядно преемственность поколений в масштабах целой страны. Их деды защищали Отечество против гитлеровской агрессии, и теперь уже в 21 веке, проявляя невероятное мужество, ребята борются за наши интересы против того же нацизма, только с другим лицом. К 9 мая мы сделаем цикл сюжетов об участниках СВО, чьи близкие воевали в годы Великой Отечественной. Каждый из нынешних бойцов расскажет о нелегком боевом пути своего родственника в далекие 40-е. Все, кто намерен поддержать эту идею, может позвонить по номеру, который указан на экране. Малика Измайлова, Сулейман Костоев, Магаз 24.